Вопрос от девушек. Какие черты характера вы цените в девушке? Ну, я ценю больше как взаимопонимание. Ну, например, с друзьями куда-нибудь поехать, да? Куда-нибудь, ну, к примеру, на рыбалку, там, на 2 дня, да? Бывают такие, которые не пускают. Говорят, сиди дома, вы там будете там всякими делами заниматься. А есть такие, которые, да, конечно, там, езжай, отдохни. Вот это мне нравится, то, что есть такое, то есть понимание того, что если твоя вторая половина там хочет отдохнуть от, ну, как бы, семьи. Я не хочу сказать, что это как бы плохо, но нужно давать время там друг от друга отдыхать какое-то время хотя бы. Вот это главное, если да, есть, если есть это понимание, да, если есть это понимание, если есть, значит это вообще как бы очень хорошо для меня. Если девушка постоянно контролирует. Это тоже плохо. Это очень плохо. Ну, девушки, когда вот так действуют, у парня вырабатывается, мне кажется, инстинкт того, что он в чем-то всегда виноват. То есть, если у него спрашивают, ты где? Он будет такой думать, где я в нормальном месте, можно ли это сказать, там, например. И будет всегда думать об этом, что я должен сказать, если она сейчас позвонит, если находится, он, например, там, где она там не разрешает, грубо говоря, там. Не разрешает. Не говорю, что... Я понял, что ты там разрешение себе спрашиваешь, я тебе Да можно. зачем? Нет, В этом плане, нет. Для меня в первую очередь, чтобы она была, во-первых, добрая, понимающая, чтобы могла тебе там приласкать, там, когда там тебе плохо, там, или поддержать там в тот же момент там. Ну да. Ну и чтобы была бы, самое главное, понимающая и добрая. А остальное, мне кажется, готовить можно научиться, убираться можно научиться. Мне кажется, это самые главные черты характера, которые должны быть у девушки. Ну не знаю, мне кажется, когда свою половину встречаешь, уже сразу понятно с первого взгляда, что она твоя половина. Ты уже понял, да? А? Ты это уже понял, да? Конечно, конечно понял. Поэтому я говорю с уверенностью. Как ты относишься к своим бывшим девушкам? Общаешься ли ты с ними после расставания? Ну, со своими бывшими девушками общался и хорошо отношусь, никогда плохого слова им не говорил и не говорю. Нормально. Ну, сейчас не общаюсь. Но у меня всегда происходили вот эти расставания, так сказать, очень болезненно для меня. И с девушками я своими стараюсь не общаться, бывшими. Я не могу так воспринимать их просто как, не знаю, когда я встречаюсь с кем-то, для меня человек становится слишком близок. И я не могу его воспринимать как-то вот просто знакомый. Он либо слишком близко, либо совсем далеко. А почему нельзя просто потом дружить? Ну, не могу я так. У вас есть девушки-друзья? Есть. И жена моя тоже о них прекрасно знает, о девушек. Поначалу ревновала, но сейчас уже нормально. Дружба между мужчиной и женщиной, мне кажется, она существует по-любому. Не соглашусь с этим. Ну, у кого как. От людей зависит. Если девушка другой веры, то ты будешь против? Для меня вообще... Почему она веру не хочет менять? Не знаю, если бы я такую бы полюбил бы, мне кажется, был бы не против. Но просто у меня какие-то свои внутренние были критерии, что жена моя должна быть калмычкой, должна быть там обязательно буддисткой. Ну, а для меня как бы религия не определяющий фактор. Девушка другой национальности, это есть какой-то прям определенный критерий при выборе девушки? Для меня нет такого. Для меня тоже нет, как бы вообще. Главное, чтобы человек хороший. Да. Ну да, как такого нету, но жена у меня все равно калмычка. Ну, мне кажется, калмычки просто... Плохих национальностей, как бы говорится, не бывает. И как бы ну, калмычки плохие люди роднее. есть, Калмычки все равно роднее, чем другие национальности. Девушкам, которые хотят выйти замуж и построить серьезные отношения, как она должна выглядеть? Куда она должна ходить? Где она должна знакомиться с парнем? Мне кажется, для каждого человека это невозможно найти такое место, чтобы ты туда пойдешь, там обязательно ты найдешь там себе мужа или тогда там, было жену. это очень просто. Тогда бы это было бы очень просто, да. Пошел, захотел жениться, пошел, короче, туда куда-то, ну, где сказали, и там сидишь, жену ждешь. Такого нет. Интересно. Все находят своих жен, мужей в разных местах. Это судьба. Если человека себе искать, чтобы в дальнейшем построить отношения, не нужно целенаправленно это делать. Да. Это как бы, чем больше ты будешь искать, тем больше у тебя будет, не знаю, критериев каких-то, и как бы ты будешь об этом как больше загоняться, и тем больше у тебя будет разочарование, не знаю. Когда вот бывает такое, что девушка разговаривает матом, ведет себя вызывающе, там, нарочито такая вся дерзкая. Нравится вам это или нет?
Ну, если эта девушка друг, то можно и поматериться. Ну и, например, ты пригласил познакомиться с девушкой там неделю назад, вы с ней там пообщались, там, да, нормально, потом пригласил ты ее в кафе, и она тут перед тобой начала сразу матом ругаться там и дерзко разговаривать, то, конечно, подумаешь, что вообще происходит здесь, кто это. Девушки могут так разговаривать с тем, кого знают они лично. Да, А так вот с незнакомым человеком, ни одна девушка с незнакомым человеком не будет разговаривать так, как ну, только если она сама такой не является. Ну, у нас таких, мне кажется, немало вот именно в листе. Немало, ну, как бы таких, которые прям сразу начинают проявлять агрессию по отношению к незнакомым Вот, людям. допустим, ты подошел к девушке, здравствуйте, можно с вами там да, присесть? А ты кто такой? Чё Да, ты да, ну вот, иди, типа- иди отсюда. Да, типа такого бывает. Хочет просто человек познакомиться, да, к примеру. Ну, они смотрят свысока вот так вот, сразу же, не зная человека никак вообще, смотрят свысока, и я не хочу сказать, что именно все такие, но таких немало все равно. И я же говорю, лучше ведите себя более как бы проще, наверное. Все мы люди, все мы как бы из себя что-то представляем, но не надо смотреть на кого-то свысока, не нужно делать, высокомерничать. да, не нужно делать выводы о том, что ты лучше кого-то. Ты в любом случае, возможно, да, лучше кого-то, но нужно прежде чем ты узнаешь как бы человека, нужно сначала уважение проявить. То есть сначала... Просто человеческое. Да, не нужно сразу как-то на амбразуру падать. Ты кто такой там, да иди отсюда, ты вообще кто... Мы ищем всегда в человеке добро и как бы не будем как бы на этом акцентироваться.